Ребят, всем привет. Начало 8-го. Смотрите, что за мной, за моей спиной. Вот такая лужа, ребят. Но она вроде замерзла. Наконец-то морозики в республике. Более-менее. Вчера минус 15 было, сегодня минус 8. Куча следов, ребята. Вчера видно, что люди приезжали. Такая вот лужа, такое вот озеро небольшое, рядом с поселком. Ну, здесь в шаговой доступности примерно 3 километра, если по дороге вот я шел. Если напрямки, ну, с километра-полтора, наверное, и дом. Вот такая лужа, ребята. Видно много следов. И видно, вчера уже открывались люди. Я знаю, что Женек сюда приходил, рыбачили. Сегодня воскресенье. Я тут первый. Сегодня будет народу много. Ну, здесь, ребят, трофея вы не поймаете. А мормышки помочить можно. Ну, конкретно вот прям побывать на зимней рыбалке возможно. А с рыбой непонятно. Лужа небольшая, зарастает. Вот такой вот она здесь охотничья, много шалашей. Вот видно прям. Ну, такой закуточек. Раньше рыба была здесь. Ну, с каждым годом все хуже и хуже. Хотя озеро питается каждый год от весны. По весне вот река заливает его. Ну, в целом, ребята, покайфануть можно. В любом случае, сегодня будет куча народу, так как воскресенье. Придут поселковые, приедут, возможно, рядышком кто живет. Ну и чисто будет такой трэш, можно будет пообщаться. Короче, кайфанем, ребята. Что, попробуем зайти на лед. Первый. 20-20-21. Давайте взглянем, посмотрим толщину и так далее. Собака спокойно бегает, но собака весит 15 килограмм. Кто-то 90 с копейками. Ну ничего, пищню, ребята. Бур я такого не брал, взял топорик на первый лед. Так, давайте попробуем. Сантиметра 4, наверное. В принципе, такой лед выдерживает взрослого мужика. Но тут будут ключи и, соответственно, есть трава. Возможно, там лед слабенький. Надо проверять. Такой сантиметра 3,5, в районе 4. Так, ну нам примерно вот в тот район нужен. А вообще желательно вот в ту область. Там вот, ну нет, поклевывает, потому что здесь, ну, здесь никогда не рыбачили. Это детство. В детстве мы постоянно здесь весной, ранней весной купаемся, потому что здесь вода нагревалась. На великах приезжали. Ну, потрескивается так. Ну, понятное дело. Короче, в районе 4 сантиметров, ребят. Но это, в принципе, уже нормал. Можно двигаться. Прорубил, ребят, вон, смотрите, трещина такая. Прям целиком берег откололся. Ну, 4 сантиметра. Я думаю, вообще классно. Можно передвигаться, но явно, что боязно немножко, но нормально. Попробуем, ребят, здесь посмотрим что-нибудь в районе вот этого пятака. Всегда мы тут рыбачили. Мелкий окунек такой. Я взял жерлички. Посмотрим. Вот такой ледик. Вот такой ледик, ребята. Вот толщина льда. Так, у меня есть камера. Сразу посмотрим травушку, муравушку. Что-то пока никого не видать.
Странно. Я думал, уже народ будет. Что-то никого нету. Бух. Грязь. Ну, дно такое чистое. Вот слышно снегоход, бурашка. Это Мишанька, наверное, едет. Родин. Корешок. Никого не видать. Перехожу, ребят, на ту сторону. Мишка объехал он круг, тоже на лед выходит. А вроде нормально, можно передвигаться. Ладно, что, будем пробовать. Вот в этом углу вот шалаши стоят. Вот здесь, ребята, попробуем. Вот трава видна на этой границе. Опасненько. Кусок, блин, оторвался. Так, ладно, камеры сейчас посмотрим. Побалуемся камерой. Есть кто, нет. Стульчик. Будем вспоминать, ребята. Вчера все сделал. Новые киочки. Мормышечки. Такая безмотылочка. Без опарика сначала попробуем. А потом уже что-то начнем думать. Ну давай, вспоминай, рука. Сейчас походим, посмотрим. Так, ладно, я опариков взял. Без опариков как-то не то. Сейчас посмотрим на опарика, как дела у нас. Надо ходить искать. Озеро такое маленькое. И рыбы толком нету. Посмотрим, что на опариках у нас. Лед трещит. Страшное дело. Опа. Ладно. Будем искать. Будем искать. Надо ходить. Поглубже даже, чем там. Леску поставил 0,07. Такую специально на первый лед. Изысканную. Чтобы поклевочку увидеть. Ну, мормышку не знаю. Надо подбирать, наверное. Вчера было солнце. Вот ребята тут были. Мишка рассказывает. Ну, такие окушки клевали. Вчера солнышко было, такая погода окуневая. Надо искать, надо вот тут пятак разбурить, прорубить, так скажем. Что-нибудь найдем, наверное, все равно. Ну что, воспользуемся подарочком. Поставим на коленечки.
4-я лунка, ребят. Какая-то поклевка. Первая. Нашел все-таки. Тюк-тюк. Маленькая рыбка, походу. Но есть жерлички, можно будет ловить и расставлять сразу. Ну кто-то клюнул, ребята. И это хорошо. Пока не могу привыкнуть, отойти от всего этого. Все очень тоненько, миниатюрно. Надо привыкать к сезону. Сезон начинается. И это радует. Ребят, поймал я плотвичку. Надо поставить водички. Взял банку с собой. Вот такая малышка попалась. Так, ладно. Сразу начнем расставлять потихоньку. Одну ловим, ставим, одну ловим, ставим. Так, вдоль травушки вот здесь будем ставить. Не знаю, смотреть. Жерлички. Щучка тут есть, но тут она не крупная. Щучки есть, но она не крупная здесь. Да и тут как бы по сезону тоже сетки стоят у рыбаков, у охотников. Так, ради открытия надо, ребят, попробовать. Почему нет, правильно? Глубина то, что надо. Как раз. Давай, первая пошла. Так, мы же за прибытие, ребята, не выпили 100 грамм чаю. Термос сегодня большой взял, чтобы всех угощать. Давайте выпьем за открытие. Будем. Вон еще люди подъехали. Ну, сейчас тут будет народу куча. Продолжаем расстановку. Поймал, ребят, смотрите, какого окуня. Жесть. Вот они какие здесь. Видите? И полтвичку. Рыбаки идут и идут. Рыбаков много. Все хотят открыться. Надоело уже сидеть дома. Ну, понятное дело. В прошлом году мы уже как недели 2, наверное, на льду были. А тут такая непонятка. Крючочки маленькие как раз для такого озера непонятного. Жалко, конечно, жалко. Здесь раньше лещи такие были здоровые. Со временем все это исчезло. Раз, два, три. Порыбачим. Отдохнем. Все на лимне рыбалки у меня вот червячочки остались. Сейчас посмотрим. Может, найдем какого-нибудь маленького.
Тандрабенчика. Мелкий окунь, ребята, клюет. Вот такой прозрачный мизинец. Всем жуличек я поставил. Вдоль травушки вот так. Мужичок на бельсенку вообще 0 лит. Тоже ходит вдоль берега. Скажу вам, да пацанов, что там, как дела. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, короче. Ну не клюет нифига. Тут речка недалеко. Схожу до речки, посмотрю, как там самочуха. Посмотрим, какое там состояние. Вот, ребята, озеро. И вот смотрите, вот уже речка. Недавно мы ходили, совсем недавно, за налимом еще. Вот уже шуга прет. Сейчас ходим поближе, посмотрим. Шугуют ребята. Встает. Кормилица потихоньку. Да, неделю назад еще ходили. А сегодня уже вот такая обстановочка. Там уже затор такой небольшой. Вон курюшка уже встала. Замерзла. Ну, вот такая обстановка, ребят, на реке. Скоро-скоро, я думаю, пойдем уже на нормальную рыбалочку. Удовольствие потянуть. Удовольствие? Да? Я первый лед, у меня уже второй лед. Второй уже, да? Да. Блин, слушай, ну тут вот раньше здесь рыба хорошая была. Мы лет 10 назад с Кирюхой еще с братом. Вот такие подлещики, понял, на первый лед. Вот такие. Лечки, да. Что, друзья, дело к обеду, тишина. Мужики что-то так скучковались, то там. Походу все наливают, употребляют, не клюет. Мы тоже что-то 100 грамм выпили. Ну, тут хорошо, что спокойно. Собака зайца где-то гоняет тут рядышком. Семья пришла, здесь беседка, лодки. Тоже с детьми пришли, отдыхают. Все хорошо, ну как здесь было, так все и продолжается. Я тут говорю, 10 лет назад здесь все по-другому было. Все было по-другому. Рыбалка здесь была. А сейчас уже все так, побаловаться. Ну и то, значит, сколько поклевок в детстве я видел, наверное, 7 штук я расставил. Жерличек по траве. Тишина. Ладно, что, схожу, Женьку там порыбачим, посидим, потарахтим. Башка, бля. А это, знаешь, LG. Да. Но. Ах. Видали, ребят, рыба. Рыба-окунь. Да. Вот такая рыба-окунь здесь. Опа.
Есть она. Ну что, друзья, потихоньку, наверное, будем сматывать. Так, жерлички у нас и не стрельнули. Но это было маловероятно, что что-то стрельнет. Но хотя бы попробовали. Живец прикольный. Прям шикарный. Все, вернулись уже домой, прогулялись, вот такая прогулочка на свежем воздухе, на морозном таком воздухе, пешочком, походили по льду, даже рыбку ребята увидели. Ну, я сразу сказал то, что как бы это, я даже считаю это открытием, потому что, ну, это так, разминка, скажем, разминочный вариант. Помочили мормышки, вспомнили немножко действия руки туда-сюда, поймали немножко там мелочушки. Все, ребят, в целом доволен. Посмотрел обстановку на реке, все шугуется, все идет к зиме дело. Так что скоро-скоро, ребята, уже на хорошее открытие. Конкретно на речку. Там уже будем нормально, достойно открываться. Но пока разминочка. Ждем снежку. Снега еще мало. Ну, вроде как обещают. И скоро будем выводить барказик свой. А так пока готовим снасти. Вяжем новые поводки, крючки и так далее. Все, ребята, давайте, не ленитесь, гуляем на природе почаще. Не сидим дома, дышим воздухом. Ну и рыбачим, конечно. Всем, ребят, ни хвоста, ни чешуи, пока. Увидимся. Не переключай. Ребят, нас уже почти 39 тысяч. Мы идем все вверх и вверх. Спасибо за вашу поддержку, за вашу подписку. Я помню, как я начинал, ребята, 1000 на канале набиралось 3 года. Все это было скучно, уныло, просмотров не было. Люди на канал не заходили. Я понимаю эти моменты и вспоминаю себя, когда 3 года назад что-то пытался снимать и показывать, и было тяжело. Ну, сейчас, ребят, на канале почти 40. Я очень доволен, что с разных стран смотрят мой деревенский такой заблужденный контент, непонятный, очень приятно, ребята. И этим самым хочу познакомиться со своим другом, зовут его Димон, живет в городе Пенза, ребят, начинающий блогер. Я часто хотел попросить, ребята, от вас поддержку, подписаться на него. Парень молодой, дерзкий. Хочу, чтобы вы смотрели хорошее видео, потому что мои подписчики, ребята, этого достойны. Ссылка в описании, ребята. Залетаем, поддержим пацана. Пускай парнишка вздохнет как-то, расслабится и начинает снимать уверенно, потому что поддержка со стороны очень нужна. Ссылочка в описании, ребят. Подписываемся, поддерживаем.